Нам маленькие не потрібно. Ну такі пошли. Ой. Жаль, нельга жарить их эти каштаны. Можно было бизнес. Это маленькие. Я больше великие. Выбираю. Больше великие. Тоді с ними гулять. Больше такая. О! Ой! Нет, больше не падай. О, какие добрые. Какие добрые каштаны. О! Такие великие. О! Вот это. Уже в школе. Внуки что-нибудь будут робить. Альбо дома. Видите, сувенирчик. Для дяди Кирилла. Альбо для таты, мамы. Хай робить. Креативу завсюди вітається. А чому бабулі не можуть? Взять і початники хобі, і щось креативне робити. Ну чому ні? Чому ні? Чому бабулі тільки восприймаються, як тільки вони мусять допомагати? По-англійськи sacrifice. По-білоруську. Это было жертвовать. Ой, своим счастьем, здоровьем, носить на руках этих внуков и растить их за счеты. Это уже мы будем изжигать. Вот. И бабушки только вовремя воспринимаются как помощник, няньки, а желательно выращиватель внуков замест батьков. Ну чему так? Ну это же несправедливо. Ну дети же дорослые мусять разуметь, что во взросте уже эти недоспанные ночи, там, да все эти треволнения. Ну они же уже тяжко переносятся. Стало не видно. Тяжко в этом уже. Як English people, as English people say, everything is good in its season. Ось каштан. Приклад, пример. Everything is good in its season. Всему свое время. Молодые, почему вот рожальный возраст, да? Говорят медики, молодой. Ну все по тем же причинам. И организм еще более молодой вынесет. И самое трудное после рождения, вот эти бессонные ночи, вот это все. Вот. И как бы, ну, все можно. И то, смотрите, жалуются, устают они. Ну, так вы представьте, как бы уставали родители. Они же вот вырастили вас, ну, сами растили. Я не думаю, что им так уже с ними так носилось то поколение наших родителей. Вот. Ну, мы, например, старались сами не напрягать и ездить в гости, и все, встречаться по праздникам. Вот. Ну, а почему нет? Для детей это хорошо, что детей должны растить мамы и папы вместе. Это аксиома. Посмотрите на весь животный мир. Никакие бабушки, другие поколения там, слоник или птичек не растят, птенцов не выкармливают. Выкармливают только родители. Ну, люди, конечно, отличаются. Что будет помогать. Это естественно. Но не заменяют собой. У меня есть такие примеры в жизни, когда мамы-кукушки, я их называю. Только родят, а потом тут же подбросили родителям. И при живых родителях дети растятся бабушками, дедушками, которым уже тяжело. Это не есть нормально. Только в случае тяжелой болезни хронической, там, ну, не дай бог, потери жизни родителями. Конечно, опекунство могут взять прародители, да? А так, конечно. Еще есть такой момент, я уже со своего опыта, что когда собираешь много, это все очень волнительно, особенно для бабушек, конечно. Если они, думаешь, получат травму. Тоже у меня были в жизни примеры, что, допустим, к одному дедушке приехал внук, и
бегал, играл, и упал на стекло, и стекло вонзилось в глазное яблоко. А он был далеко, это дедушка, пока там завезли. Представляете, сложнейшая операция на глазу. Глазное яблоко было проткнуто стеклом. И представьте, чувство этого дедушки. Мне его было очень жалко. Это был наш родственник. Вот. И я просто ему очень-очень сочувствую. Не более такой дальний родственник, но я просто ставила себя на его место и думаю, я не знаю. Вот. Одно дело, когда дети получают травмы при родителях. Кого извинить? Сами себя, предпринимать, да, это жалко, это ужасно. Но родители тогда знают, что они, у них все. Это их ответственность. А представьте, отдали бабушке, дедушке. Такая серьезная травма. Даже любые эти порезы, ушибы, не дай бог уж там переломы. Так, это плохое. Вот. И поэтому это очень классненько. Мне самому хочется. Это так успокаивает расшатавшиеся нервы. Ну вот. В городе у нас там растут каштаны. И, конечно же, мальчишки ладят. Собирают. Просто потом красными вместе и сжигают. А тогда уже не будет этих каштанов. Они, конечно, будут стоять. Конечно, нет. Конечно. Их столько. Ну, красивый каштан, когда он дает нам тень, когда листики повесили. Он какой крупный, но он не раскрылся. Не раскрывается. А колючий какой может. Колючий. И вот у него есть тут такой вот, как бы, желобок, трещина, да? Вот если бы... раскрыла, ура! Смотрите, какой крупный. Ой, классненький. Такой влажненький, кругленький, такой глянцевый. Красота. В общем, осень в разгаре. Это мы поставим сюда, потому что это будет костер. О, вот где залежь. Ой. Ну, еще немного им позабираем. Так что, если бы не какие-то неприятные события, то осень, это, конечно, классная пора года. К сожалению, сейчас все поры года у нас портятся какими-то событиями, в результате которых переживаю, очень сочувствую, все время думаю о тех, кто не может насладиться. Не может насладиться разными порами года. Это очень печально. Он замечает. И, конечно, какой здесь будет сейчас кругленький. Вот достаю. О, классно. Я специально побольше собираю, чтобы потом, допустим, более мелкие можно, может быть, бросить. Вот здесь такая веточка все. У меня недавно вот я публиковала. Все выходные записала и сразу сделала клип. На мой взгляд, очень красивая песня Вячеслава Малежика. Яблоки падают, яблоки падают, и всю листву ветра замели. Каштанчики падают, каштанчики падают, но скоро домой прилетят журавли. Ну, скоро, не скоро, до весны еще далеко, еще даже не наступала зима, еще осени 1,5 месяца, ноябрь тоже классный месяц, когда уже листва будет сброшена, голые деревья. Может быть, я еще пару песен
каких-то сделаю на тему осени. Потом будем ждать. Что ждать? Встречать зиму. Если она будет снежная, это будут лыжи. Тоже классная пора года. Лыжи, коньки, свежий морозный воздух, снег. И затем будем уже встречать весну, встречать журавлей. Пока. Каштанчики падают.